Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выявление преступлений коррупционной направленности повысилось. Итоги координационного совещания руководителей правоохранительных органов. Абхазия в современном мире. Вызовы и угрозы. Круглый стол под таким названием состоялся в конференц-зале Абхазского государственного музея. Спикер Народного собрания парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба поздравил председателя парламента Республики Южная Осетия Алана Алборова с Днем Республики Южная Осетия. В поздравлении, в частности, говорится, после провозглашения государственного суверенитета Республики Южная Осетия в качестве самостоятельного государства прошла сложный путь через времена войны, государственных, экономических и социальных реформ. Юго-осетинский народ реализовал свое право на самоопределение. Используя свой внутренний потенциал при поддержке Российской Федерации и друзей из других стран, республика уверенно движется вперед. Традиции братства и взаимовыручки лежат в основе отношений народов Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Выражаем уверенность, что межпарламентское сотрудничество будет способствовать дальнейшему взаимодействию наших республик. МИД Абхазии направил поздравительную ноту в МИД Южной Осетии по случаю Дня Республики Южная Осетия. В ноте, в частности, отмечается: принятие декларации о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики 20 сентября 1990 года является одним из важнейших исторических событий для страны. Этот день олицетворяет храбрость и единство юго-осетинского народа и его любовь к отчизне. Сегодня Южная Осетия динамично развивается и укрепляет свои позиции на международном уровне. Уверены, исторически сложившиеся отношения дружбы и сотрудничества между нашими республиками будут и далее поступательно развиваться. В Схинвале, между тем, накануне состоялось подписание договора о сотрудничестве между Министерствами юстиции Южной Осетии и Абхазии. Подписи под документом поставили главы ведомств Олег Гаглоев и Анри Барциц. Премьер-министр Александр Анкваб принял жителей многоквартирного дома номер 3 по улице Назадзе в Сухуми. Темой встречи – переселение проживающих в этом здании семей в иное жилье. Премьер-министр констатировал, что правительство совместно с администрацией Сухума определит возможность приобретения семьям других равнозначных квартир в столице в первом полугодии 2023 года. Во встрече принимал участие депутат парламента Нарсоу Салакая. Кардиологи Центра имени Чазова готовы оказать помощь абхазским коллегам. В рамках рабочей поездки министра здравоохранения Эдуарда Будба в Москву состоялась встреча с генеральным директором Федерального государственного учреждения Национальный медицинско-исследовательский центр кардиологии имени академика Чазова, Минздрава России, академиком Российской академии наук профессором Анатолием Бойцовым. На встрече договорились о сотрудничестве в плане оказания медицинской помощи жителям Республики Абхазия по сердечно-сосудистым патологиям. Также медики центра готовы консультировать абхазских врачей, в том числе и с помощью телемедицины. Предварительно согласовали вопрос выезда экспертов в Абхазию для ознакомления с работой кардиологических служб в республике. При этом по приезду специалистов обсудят логистику направления сложных пациентов в крупные центры Российской Федерации, а также госпитализацию плановых и экстренных пациентов по полису ОМС. В парламенте состоялось заседание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту, которое провел его председатель Вианур Бебия. В заседании приняли участие депутаты парламента, президент Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба и юрист Федерации футбола Идрис Караусман-Оглы. В ходе заседания Тараш Хагба подробно рассказал о работе Федерации. Он представил депутатам смету расходов Федерации на 2023 год, которая включает в себя проведение 30-го чемпионата Республики Абхазия по футболу, детской и юношеской футбольной лиги Республики Абхазия, Кубка Абхазии, международного турнира по футболу среди детей, игры национальной сборной Абхазии, экипировку сборной и другое. По итогам члены парламентского комитета приняли решение обратиться в Министерство финансов об оказании содействия в утверждении представленной сметы расходов. Информация спасателей. Накануне по улице Кольцевой в Сухуми загорелось подсобное помещение.
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 20 часов 2 минуты. Прибывшие на место пожарные в максимально сжатые сроки ликвидировали возгорание. Однако помещение практически выгорело полностью, пострадавших нет. 8 курсантов из Абхазии, обучающихся в Академии государственной противопожарной службы МЧС России, приняли присягу на верность Родине. Церемония проходила в Москве. В приветственном видеообращении к курсантам министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня поздравил их со столь значимым событием и пожелал успехов в учебе. Согласно межправительственному соглашению, курсанты из Республики Абхазия обучаются в профильных вузах МЧС России с 2011 года. Единый штаб помощи и поддержки Донбасса во главе с руководителем штаба, членом Общественной палаты Вадимом Мироненко с 17 по 20 сентября из Абхазии доставил очередной груз в Донецкую Народную Республику. Помощь оказана для передачи по списку беженцам и вынужденным переселенцам. В основном это вещи для детей дошкольного и школьного возраста, учебной принадлежности, а также амуниция для военнослужащих. Вадим Мироненко также посетил мэрию Иловайска, где встретился с мэром города Русланом Дудниковым. Выявление преступлений коррупционной направленности повысилось благодаря взаимодействию МВД, СГБ и Генеральной прокуратуры. Об этом рассказали представители ведомств в ходе координационного совещания руководители правоохранительных органов. И из последних громких дел уголовное разбирательство в отношении бывшего министра культуры, руководителя СЭС, главврача онкологического центра. Второй вопрос в повестке – дела, связанные с хищением имущества, и тут картина менее удовлетворительная. Генпрокуратура выявила ряд систематических нарушений, которые приводят к затягиванию и низкой раскрываемости данной категории преступлений. На совещании побывала Надежда Боровикова. Генеральная прокуратура Абхазии провела координационное совещание правоохранительных органов. Первый вопрос повестки – исполнение решения совещания от 28 декабря 2021 года о результатах уголовно-процессуальной деятельности и исполнения законодательства по выявлению, предупреждению и раскрытию преступлений коррупционной направленности в период с 2019 по 2021 год. В постановлении от декабря 2021 года правоохранительным органам было поручено принять дополнительные меры по устранению недостатков, совершенствованию ведомственного контроля и прокурорского надзора за работой по преступлениям коррупционной направленности. Особое внимание поручено уделять сферам земельных правоотношений, управлению государственным имуществом и расходованию бюджетных средств как наиболее подверженным коррупционным проявлениям. Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации в соответствии с возложенными положением на него обязанностями не разрабатывает и не реализует государственную программу приватизации, а также не отчитывается о результатах приватизации государственной собственности перед Кабинетом министров Республики Абхазия. В нарушении статьи 21 Закона Республики Абхазия о приватизации республиканской и муниципальной собственности деятельность госского имущества в части контроля за исполнением условий приватизации, возложенных на них законом, не осуществляется. Нормативно-правовая документация, регламентирующая полномочия структурных подразделений Государственного комитета, противоречит действующему законодательству Республики Абхазия. В нарушении статьи 10 Закона об оценочной деятельности, предусматривающей основания проведения оценки в отношении объектов оценки, принадлежащих Республике Абхазия или административно-территориальным единицам, является гражданско-правовой договор, заключаемый с балансодержателем этих объектов. Однако в рамках проверки были выявлены нарушения, согласно которым договоры оценочной стоимости объектов заключались между оценочными компаниями и лицами, в последующем приватизировавшими этот объект. В рамках проверки выявлены случаи нарушения условий конкурса при приватизации объектов республиканской собственности. Антикоррупционное управление Генпрокуратуры также выявило ряд нарушений со стороны органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, законодательства, регулирующего земельные отношения. Проверкой выявлены систематические нарушения порядка предоставления прибрежных земель со стороны должностных лиц администрации районов и города Сухум, а также нарушения в части непринятия последними мер по изъятию земель в случае неисполнения пользователями земельных участков требований земельного законодательства, нормативно-правовых актов в указанной сфере и условий договоров аренды.
Причинами и условиями допущенных нарушений явились ненадлежащая организация работы должностных лиц соответствующих администраций по контролю за соблюдением земельного законодательства юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и непринятие мер по реализации полномочий в сфере регулирования земельных отношений в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия. По результатам проверки внесено 7 представлений в администрации районов и города Сухум с требованием устранения выявленных нарушений, недопущению их впредь, а также привлечения лиц, допустивших нарушения к предусмотренной законодательством Республики Абхазия дисциплинарной ответственности. После выпуска новостей смотрите полную версию репортажа Надежды Боровиковой из Координационного совещания правоохранительных органов. Абхазия в современном мире. Вызовы и угрозы. Круглый стол под таким названием состоялся в конференц-зале Абхазского государственного музея. Приурочили события к 25-летию Академии наук Абхазии. Все подробности у Анастасии Никоновой. Круглый стол, главной темой которого стала роль Абхазии в современном мире и вызовы, которые диктуют нам реалии сегодняшнего дня, открыл президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Академик Анна отметил, что встреча проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 25-летию Академии наук Абхазии. Академия Псахет, Ахункарраджа, Ирихадзо, Хадаратарат, Зарадырат, Илазарад. Зеги ждырует. Ахункарра, Анападжа, Анапхгара ракзайт, Ацарова хакзайт, Хазиги, Хаусуа Хуккасьяму, Хапсадгили Хажлари, Рейкурхара, Пхака, Рывчера. Убрезы, Акари Царна, их Гулопеха, Апсна политика $1000, Апсшата Глазаша, Апсуа Хапхазара, Хашха, Хага, Хамшун, Хаэкономика, Амилатор, Гобзир и Визгу, Азарака. О геополитическом положении Абхазии в контексте современного миропорядка рассказал в своем докладе доктор филологических наук профессор Вячеслав Чирикба. Приближается к концу первой четверти 21 века. Однако мировая ситуация, пугающая, напоминает первую четверть 20 века. Мир вошел в фазу повышенной и чрезвычайно опасной турбулентности. Дуга активной нестабильности простирается от Афганистана, Таджикистана, Киргизии и далее на Ирак, Иран, Южный Кавказ, Украину, Балканы. Резко обострились противоречия между мировыми державами Россией и Китаем с одной стороны и Западом с другой. Бушует война с санкциями. Одну из главных причин нынешнего глобального противостояния назвать можно. Это маниакальное намерение Запада окружить Россию военными базами и втянуть военный блок НАТО в наибольшее число стран, особенно по периметру России. Дестабилизирующим фактором для ситуации за безопасностью Абхазии, конечно же, остается никуда не девшийся и не урегулированный конфликт с Грузией, который наши некоторые не очень проницательные политологи поспешили объявить после 2008 года завершенным. Но нет, конфликт никуда не делся. Грузия все еще нацелена на военный реванш, на возвращение под ее контроль территории Абхазии и на возвращение грузинских беженцев. Целью Грузии все еще остается ликвидация независимой абхазской государственности. Главная цель Абхазии, ввиду грузинского реваншизма, нейтрализовать военную угрозу со стороны Грузии. Какие для этого в Абхазии существуют механизмы? Прежде всего, это тесный военный союз с Российской Федерацией, опирающийся на основополагающийся Абхазо-Российский договор 2008 года. Расположение в Абхазии российских военных баз, совместная охрана границы Абхазии с Грузией, абхазскими и российскими пограничниками, укрепление боеспособности абхазской армии, овладение современными методами ведения военных действий, наличие современного и эффективного вооружения. С докладом о военной безопасности Абхазии выступил полковник, начальник управления боевой подготовки Минобороны Давид Бжания. Он рассказал о вызовах и проблемах, угрожающих нашей республике. В соответствии с резолюцией парламента Грузии от 26 октября 2020 года главной целью внешней политики страны является деоккупация страны мирными средствами и при поддержке международного сообщества восстановление территориальной целостности Грузии. Несмотря на наличие в резолюции термина «мирным путем», принимаемые военные и доктринальные документы страны не исключают привлечение сил обороны к силовому разрешению противоречий, в том числе в отношении Республики Абхазия. При этом
Основной целью военного строительства является наращивание боевого потенциала, а это прямой путь к агрессии против нашей республики. Ввиду прозападной ориентации внешнеполитического курса развитие сил обороны осуществляется в основном под руководством Соединенных Штатов Америки. Источниками финансирования сил обороны является военный бюджет, а также помощь Соединенных Штатов и стран-членов Альянса. В 2022 году правительством Ираклия Гарибашвили предусмотрено выделение Министерству обороны Грузии около 990 миллионов лари. Это около 330 миллионов долларов, из которых в соответствии с реформами по применению сил обороны к стандартам НАТО не менее 20%, то есть почти 66 миллионов долларов. Эти деньги будут потрачены на закуп вооружения и военной техники. Доктор экономических наук профессор Заур Шалаша выступил с докладом Абхазо-российской экономической связи как фактор модернизации национальной экономики Абхазии. Конкретный вывод касательно нашей экономики заключается в том, что до того времени, когда у нас не сложится собственная национальная экономика со своими отраслями, взаимосвязанными структурами, очень трудно надеяться, что мы будем именно самостоятельно, своими собственными ресурсами обеспечивать ее и национальную безопасность, в том числе и военную безопасность. А касательно своего доклада хочу сказать о том, что у нас в Институте экономики и права плановой темой является как раз исследование проблем обеспечения национальной безопасности, экономической в том числе, и плюс укрепление государственности. В рамках этой темы только начальный этап, который мы провели в последнее время, я хочу сейчас очень коротко, тезисно доложить вам. Прежде всего нужно отметить, что начиная с 90-х годов 20 века в бывших социалистических странах была объявлена так называемая политика изолированного так называемого авторитарского развития, которое уже по течению 30 лет показывает несостоятельность. Но к концу 90-х годов, благодаря правительству Примакова, премьер-министр России того периода, в 1998-1999 году, было позволено ввозить в Абхазию определенное количество товаров и также ввозить из Абхазии. Сразу хочу отметить, что это единственный год, 1999 год, когда внешнеторговый баланс Абхазии за все послевоенные годы по сегодняшний день был положительным. После выступлений у докладчиков и участников круглого стола была возможность подискутировать и выразить свою точку зрения по озвученным темам. Анастасия Никонова, Инала Гухава, Абаза ТВ. Терроризм как форма политического взаимодействия. Круглый стол на эту тему состоялся в представительстве Россотрудничества в Абхазии. Участники встречи обсудили вовлечение детей и молодежи в террористическую деятельность и взаимодействие органов власти и общественных организаций в вопросах противодействия терроризму и экстремизму. Печальная весть. Российский актер и режиссер Сергей Пускипалис погиб во вторник, 20 сентября, в ДТП в Ярославской области. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кова выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели театрального режиссера, заслуженного артиста России, художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Пускипалиса. В соболезновании, в частности, говорится: в лице Сергея Витаута Пускипалиса из жизни ушел воистину талантливый человек. Это был блистательный актер, всецело посвятивший себя служению сцене. Несомненно, он оставил после себя богатое наследие. Его актерские и режиссерские работы не раз были отмечены на различных кинофестивалях. В Абхазии с глубокой болью восприняли эту трагическую новость. Союз журналистов Абхазии выражает искренние соболезнования родным и близким коллективу Ярославского драматического театра имени Волкова в связи с трагической гибелью художественного руководителя театра Сергея Пускипалиса.
19 сентября сотрудники посольства России в Абхазии поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и председателя Совета ветеранов в Абхазии Алексея Иосифовича Шоня с днем рождения. В 2021 году в честь 75-летия Великой Победы Межрегиональным общественным фондом образования в третьем тысячелетии были сняты документальные фильмы «Моя война» с участием 5 ветеранов из Абхазии, среди которых и Алексей Шоня. Консульский департамент МИД Российской Федерации сообщил о возобновлении приема документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет. Открыт прием заявок на участие в Международном молодежном форуме «Вместе создавая будущее», который состоится с 21 по 26 октября в Очимчире, сообщается на официальном сайте Госкомспорта Абхазии. Принять участие в форуме могут граждане Абхазии в возрасте от 18 до 35 лет. До 1 октября необходимо заполнить анкету. Работа форума будет организована по разным направлениям: волонтерство, проектная деятельность, медиа, молодежные советы и самоуправление. Организаторы планируют привлечь на форум членов районных молодежных организаций, лидеров молодежных движений, студентов вузов, специалистов молодежной политики. Помимо граждан Абхазии в мероприятии смогут принять участие молодые люди из России, Южной Осетии, Турции, Сирии, ДНР и ЛНР. В Абхазский театр с гастролями приехал Осетинский театр юного зрителя «Саби». Особенность этих гастролей заключается в том, что зритель увидит постановку по мотивам нарского эпоса «Нарца Срыква и Пахарь», над которой работали приглашенный из Абхазии режиссер-постановщик и художник от Гуркова и Батал Джапоа. Для них это не первая совместная работа, но первый опыт работы с куклами. Зритель может увидеть постановку 20 и 21 сентября в 15 и в 17:00. 2 котятам леопарда в Сочинском национальном парке дали имена. Самцу выбрали имя Терек. Это самая большая красивая река на Северном Кавказе. В честь прекрасного высокогорного озера в Абхазии самке дали имя Рица, сообщили кубанским новостям в Центре восстановления леопардов на Кавказе. Малыши чувствуют себя прекрасно, очень активно и любознательно, осваивают территорию вольеров под присмотром матери. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 21 сентября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Временами дождь разной интенсивности и продолжительности. Гроза. Атмосферное давление нестабильное. Температура воздуха ночью 17-22, днем 20-25. Температура морской воды 25 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи!